На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Выборы президента Абхазии пройдут 25 июля. Такое решение приняли депутаты Народного собрания на очередном заседании сессии парламента. Кроме того, депутаты приняли еще ряд решений, касающихся процедуры голосования. Какие именно, расскажет Алика Трапш. В начале заседания сессии парламента по инициативе депутата Алмаса Джапуа законопроект о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти был снят с повестки дня и отправлен на доработку. А в отдел «Разное» был включен вопрос о внесении изменений в Гражданский кодекс Абхазии. Первым вопросом повестки дня народные избранники рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере выборов, который представил депутат Валерий Агрба. Согласно проекту закона было предложено изменить технический характер принципов голосования. Теперь каждый гражданин должен будет голосовать только по месту прописки. Открепительные талоны выдаваться не будут. Кроме того, своим решением депутаты запретили прямое или косвенное участие в выборах иностранных физических и юридических лиц, международных организаций и анонимных жертвователей. Маркировка пальцев при голосовании также отменяется. Целью этого проекта является, естественно, это повышение прозрачности, открытости проведения выборов. Изменения коснулись такой процедуры при голосовании, как маркировка пальцев. Проектом предлагается исключить данный способ проведения голосования, так как было очень много нареканий на этот счет на протяжении всего этого периода времени. Также предлагается изменить проект закона и исключить открепительное удостоверение, так как пришли к выводу, что территория Абхазии не такая большая, и в случае необходимости может любой гражданин, где бы он находился, в любой точке, поехать к своему избирательному участку, где он прикреплен, и осуществить голосование. Полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба высказал свое несогласие с пунктом об отмене открепительных талонов. И все же данный законопроект был принят единогласно во втором окончательном чтении. Проект закона о назначении даты выборов президента Республики Абхазия представил спикер Народного собрания Валерий Кварча. Президент Рауль Хаджимба вступил в должность 25 сентября 2014 года. И согласно Конституции, следующие выборы должны пройти не раньше 25 июня и не позже 25 июля. Руководствуясь Конституцией Республики Абхазия и Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия и с учетом пожеланий ЦИКа и объема предстоящих организационных работ, а также с учетом интересов кандидатов в президенты Абхазии, предлагается вам утвердить 21 июля как день проведения президентских выборов. Большинство депутатов поддержали данное предложение, и выборы президента Республики Абхазия назначены на 21 июля 2019 года. Далее был рассмотрен проект постановления о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Согласно проекту предусмотрено финансирование из бюджета программ поддержки малого и среднего предпринимательства как республиканского, так и местного значения в размере не менее 3% от планируемой расходной части соответствующего предприятия. По данному вопросу мнения разделились. Председатель профильного комитета Наталья Смыр не рекомендовала депутатам принять данный проект. Малое и среднее предпринимательство всегда базировалось на возможности получения кредитов за 2-3% годовых. Более того, если процентная ставка не соответствует возможностям осуществить какие-то виды деятельности в рамках малого и среднего предпринимательства, то все процентные ставки субсидируются из государственного бюджета. Это вот просто табу и аксиома во всех развитых государствах. Мы сегодня, я прошу прощения, мы сегодня хотим создать такой новый... Я за то, что, пожалуйста, хотите, мы его примем в 4 чтениях, и оно будет лежать. Но я предлагаю, давайте мы его спишем, озадачимся и сделаем... Да. Вот так. Оно должно быть из госбюджета. Программа малого и среднего предпринимательства – это целая программа государства. Однако, по мнению полномочного представителя президента в парламенте, отказываться от данного законопроекта нельзя. Дмитрий Шамба предложил пересмотреть его, исправить статьи, которые вызывают сомнения. Если загвоздка идет о 3%, потому что только вот это замечание, и 3% то, что местные бюджеты и так они дотационные. Мы не настаиваем на сохранении именно вот этой позиции 3%. Давайте, если депутаты считают, что ее необходимо исключить, эту норму уберем, но весь закон не будем
извиняюсь за выражение, хранить закон, если какая-то одна статья не устраивает. В итоге, после обсуждения, 18 депутатов проголосовали против проекта закона о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Таким образом, данный законопроект снят с производства. Во втором и окончательном чтениях приняты проекты постановления о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Изменения коснулись порядка лицензирования отдельных видов деятельности и сферы уголовного права. Проектом постановления предусмотрена невозможность смягчения санкций за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта, а также ввоз, вывоз, транзит наркотических средств. Данный законопроект представил депутат Валерий Агарба. Те санкции, которые предложены рабочей группой, а именно наряду с лишением сроков свободы, лишением права занимать определенные должности или штрафа, предлагается ввести по третьей части данных статей исключительную меру, высшую меру наказания. Это пожизненное лишение свободы, исключительную меру наказания, смертную казнь. Но, как вы знаете, у нас в 2007 году наложен мораторий на реализацию, приведение в исполнение смертной казни. Но по таким тяжелым, особо тяжким статьям, как ввоз, вывоз наркотических средств в Республику Абхазия в особо крупном размере и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, предлагается применить вот такие исключительные меры. Пожизненная мера наказания. Почему я прошу, чтобы этот закон вступил в силу с 1 января 2020 года, чтобы люди подумали, чтобы люди осознали. Штраф, что вы говорите, от 600 тысяч до 1 200 000 рублей, да извините, они в день зарабатывают на продаже наркотиков столько. Понимаете? И если мы не будем бороться с этим в жесткой форме, то мы не добьемся результатов. Будем считать, что сутью этой нормы является будущая профилактика таких тяжких преступлений. Надобно и Министерству внутренних дел, ИКЦ, другим структурам связываться с российскими коллегами, потому что, к сожалению, для этих целей, я употребляю специфическое слово, вербуют молодых людей, особенно девушек, обманывая, что в Абхазии абсолютно незначительные нормы наказания за такое преступление, даже если вас задержат, с вами ничего не будет. А на самом деле у нас и старые нормы очень суровые, а эта норма тем более. Закон вступит в силу с момента его опубликования, а законодательные нормы вступят в силу с 1 января 2020 года. Депутаты парламента также приняли решение о внесении изменений в систему налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Решением депутатов стоматологические услуги исключены из перечня видов, подпадающих под спецналог, что автоматически переводит эту деятельность на общий режим налогообложения. Последним вопросом заседания депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Абхазия. Согласно проекту закона, родственники граждан Грузии, которые боролись против государственной независимости Абхазии, не могут вступать в права наследства и оформлять какие-либо юридические сделки на территории Абхазии. Данный законопроект депутаты приняли в первом чтении. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Томас Чиковани. Абхазское телевидение. В Женеве состоялся очередной 47-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Делегацию Абхазии возглавил министр иностранных дел Даур Кове. Представители Абхазии, Южной Осетии и России заявили, что по-прежнему считают дальнейшее обсуждение вопроса, связанного с подписанием соглашения о неприменении силы ключевой задачей совместной работы в Женеве. Однако и на этот раз не удалось принять совместное решение участников о приверженности к неприменению силы. Работа над совместным проектом будет продолжена на следующем раунде, отмечается в комментарии МИД Абхазии. В ходе раунда прошло обсуждение вопроса, касавшегося временного ограничения пересечения границы по реке Ингур. По мнению членов грузинской делегации, закрытие границы в период введения карантина негативно отразилось на возможности передвижения местного населения. Было также выражено мнение, что вспышка
коронавируса гриппа штамма H1N1 не являлась серьезной причиной для принятия данного решения. В свою очередь, представителями абхазской делегации было подчеркнуто, что никакого закрытия границы не было, а решение о введении карантина и ограничений на пересечение границы с Грузией было продиктовано необходимостью обеспечения безопасности граждан Абхазии и предотвращения распространения свиного гриппа на территории республики. В Женеве абхазская сторона в очередной раз выразила приверженность возобновлению работы МПРИ исключительно в случае выполнения грузинской стороной выдвинутых перед ней требований. В рамках работы второй рабочей группы традиционно обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанных со свободой передвижения, доступом к образованию и многие другие актуальные проблемы. Следующий 48-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 2-3 июля. И еще одна новость из Женевы. В постоянном представительстве Российской Федерации при отделении ООН в Женеве статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин вручил министру иностранных дел Абхазии Дауру Кове нагрудный знак МИД России за вклад в международное сотрудничество. Как отметил Даур Кове, полученная награда – это признание работы всего внешнеполитического ведомства страны. В столице, в здании Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера торжественно открылся второй Сухумский международный кинофестиваль СИФ. На конкурс поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, России и других стран. Зрителям будет представлен самый широкий спектр короткометражных картин: мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы и драмы. Помимо конкурсных просмотров на кинофестивале пройдут 3 спецпоказа, одним из которых будет мультфильм. Оценивать киноленты будет международное жюри, в состав которого входят известный российский кинорежиссер Алексей Федорченко, актриса театра и кино и телевидения Ирина Волкова, российский режиссер Нигина Сайфулаева, известный голландский кинокритик Майк Навс и абхазский режиссер Ада Квирай. Показ 30 конкурсных короткометражных фильмов разбит на 6 блоков по 5 фильмов, которые можно будет увидеть в Русдраме ежедневно с 5 по 8 апреля. Киносеансы будут начинаться в 17 и в 20:00. Расписание показов можно увидеть на официальном сайте СИФ. Это второй международный фестиваль. То есть мы выходим на очень высокий уровень. Это способствует укреплению культурного имиджа Абхазии на мировом уровне. Здесь организаторы вышли за пределы постсоветского пространства, за пределы, вышли из рамок, которые нас стесняли. Принимают участие режиссеры из европейских государств, из стран Ближнего Востока, Северной Африки. Чувствуется, что такая очень динамично весь этот процесс идет. И очень приятно, что во всем этом процессе принимают участие наши кинематографисты, наши режиссеры, наши сценаристы. Традиционно пройдя по красной дорожке кинофестиваля, гости собрались в квартире театра. В их число около 80 представителей России, стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. После церемонии открытия состоялся показ фильма «Братство Маргариты». Торжественную церемонию открытия кинофестиваля СИФ смотрите на нашем канале в пятницу. В четверг несколько десятков жителей Маяка заблокировали въезд на свалку для всех мусоровозочных машин. Основное требование жителей микрорайона – закрыть и перенести несоответствующую нормам свалку в другое место. Саид Джерсали выслушал жителей района. Утилизация бытовых отходов по-прежнему является одной из существенных проблем в республике. На Сухумский мусорный полигон в районе Маяка на протяжении 50 лет ежедневно привозили большое количество бытовых отходов. С каждым разом территория мусоросвалки расширялась. На сегодняшний день она составляет более 60 гектаров. Большую проблему полигон создает для тех, кто проживает поблизости. Летом невозможно дышать. Ну, это абсурд, это никакой не зона отдыха, и
никакая столица. Ну что-то надо сделать, надо сдвинуть с места. Да, мы понимаем, что это так невозможно, чтобы завтра утром встали, свалки нет, все чисто, все хорошо. Так не бывает и невозможно. Но надо к этому идти, надо потихоньку начать делать. Ранее жители района собрали подписи с требованием о закрытии свалки. С этим письмом они обратились в правительство. Кабинет министров создал комиссию из числа экологов и местных жителей. Рабочей группе было поручено подобрать территорию для нового мусорного полигона. После того, как экологи изучили и дали критическую оценку ситуации на свалке, президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение в целях решения вопросов, связанных с утилизацией бытовых отходов на полигоне в Сухуми, согласно которому администрации Гулрыбского района было предписано выделить земельный участок и подготовить его по всем нормам для утилизации твердых бытовых отходов в первом квартале 2019 года. Действительно существует серьезная проблема в городе, касающаяся утилизации твердых бытовых отходов. Люди собирались неоднократно, и на последней встрече по результатам переговоров было издано соответствующее распоряжение главы государства с необходимым перечнем поручений для различных ведомств и структур. В том числе в части, касающейся администрации города Сухум, было поручение подготовить котлован новый с новыми подъездными путями для того, чтобы обеспечить подвоз твердых бытовых отходов на полигон не через улицу Бориса Адлиба, а через улицу проспекта Яйра. К большому сожалению, по причине того, что и там жители выразили свое возмущение, подвозить твердые бытовые отходы на полигон по новым подъездным путям не получилось, и был отведен новый срок для того, чтобы решить этот вопрос с переносом с полигона самого в Гулерибский район. В настоящий момент данный вопрос решается на уровне правительства Республики Абхазия. Те поручения, которые были сформулированы для администрации города Сухум, они выполнены в полном объеме. Котлована хватило для утилизации объема мусорных отходов на 3 месяца. Сейчас он заполнен, а территория нового полигона для утилизации мусора пока еще не подготовлена. Вот почему жители вновь организовали акцию протеста. Они требуют, чтобы мусоросвалка была закрыта раз и навсегда. Въезд на свалку для всех мусоровозочных машин будет закрыт до тех пор, пока проблема не будет кардинально решена, говорят жители. Сайджар Саля, Степан Мартиросян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Строительство мусорного полигона в Гулрыбском районе будет проходить в рамках инвестпрограммы 2020-2022. Об этом сообщил премьер-министр Валерий Бганба на брифинге, посвященном проблеме утилизации твердых бытовых отходов. Проблема мусора не сегодняшняя проблема, не вчерашняя проблема. Она была и существует, к сожалению, давно, и не только, наверное, в Сухуми, и не только в Абхазии. И решение ее, к сожалению, сиюминутным не бывает. Необходимы и значительные средства, и время, наверное. Но я коротко расскажу о тех процессах, которые происходили у нас вот после, так будем говорить, осенних встреч наших с жителями Маяка. Были разработаны мероприятия, которые выразились в распоряжении президента. Речь у них шла о том, чтобы выделить средства на строительство дороги через проспект Мира, чтобы можно было заезжать на мусоросвалку с другой дороги, выделить там необходимое количество котлованов для того, чтобы можно было бы хранить мусор. То есть, насколько возможно, удалить мусор от жилых домов, от людей. Кроме того, перед правительством была поставлена задача поиска земельных участков для полигона мусорного и дальнейшей работы по определению направления переработки мусора. Ну, честно вам скажу, была проделана немалая работа. Я благодарен многим жителям Маяка, которые также рядом с нашими специалистами находились. Есть решение правительства о выделении земельного участка под полигон. Денежные средства в размере, я могу говорить, 120 миллионов заложены в инвестпрограмму 2020-2022. В мае этого года должна состояться межправительственная комиссия. Она будет у нас здесь, в Сухуми. После решения МПК, когда уже начнется финансирование, практически начнутся проектные работы. Проектные работы, конечно, займут какое-то определенное время. Мне сложно сказать, какое-то время
должно пройти. Это и геодезия, это и география, это и инженерные изыскания. Ну и самое главное, конечно, это то, что мы будем сыпать туда. Многие представляют себе, что мы будем возить мусор и сыпать туда. То есть вот тот мусор, который мы сегодня собираем, который, ну это практически мы за месяц заполним весь этот полигон. Речь идет о том, что мусор должен перерабатываться, мусор должен прессоваться, и только потом он уже должен идти для хранения в этот полигон. Мы занимаемся заказом оборудования, мы вышли на завод-изготовитель, будем изыскивать средства для того, чтобы купить это оборудование. Оборудование обязательно должно стоять, конечно же, на свалке, куда привозит мусор, он перерабатывается и потом машинами вывозится в соответствующий полигон. Вот все эти работы проведены и проводятся. И я не сомневаюсь, что, ну, как я сказал, после решения МПК и с начала финансирования программы 2022 мы сразу же начнем проектирование, а потом уже и строительство полигонов, одновременно занимаясь покупкой и монтажом оборудования. И я надеюсь, что будет тот момент, когда мы сможем решить проблему мусора хотя бы в городе Сухум. Ну и в дальнейшем, конечно, это вопросы надо решать по всей Абхазии. И, конечно, чтобы масштабно решить по всей Абхазии, нам нужен не один полигон, который вот сейчас мы определили место, нам нужно будет еще несколько полигонов. Это и в восточной части, и в западной части Абхазии. Единственное, хотел бы попросить жителей Маяка проявить выдержку. Работы идут, и они это видят. Вчера была у меня делегация жителей Маяка. Я рассказал, что делается. В принципе, они знали, что делается, потому что они активно с нами участвовали во всех этих работах, начиная практически с ноября месяца. Поэтому мне как-то с ними легче было разговаривать. Они сами соучастники нашей работы. Я их попросил объяснить людям, что это не дело одного дня, что для этого нужно время. И я сегодня их прошу проявить выдержку. Эта работа идет, эта работа будет вестись, и она будет иметь, я надеюсь, эффект. В Абхазии начинается всеобщая диспансеризация населения. Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, на российско-абхазскую границу по реке Псо прибыли несколько автомашин в составе мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства России и бригада специалистов федеральных клинических центров под руководством главы ФМБА, доктора медицинских наук Владимира Уйба. Встречал российских коллег на ПСО министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнакиан. Диспансеризация охватит все районы республики и, согласно обозначенному графику, начнется 5 апреля в Восточной Абхазии. Первым станет Галский район, где диспансеризация будет проводиться 7 дней. Следующие по плану Ткорчалский и Ачимчирский районы, где специалисты ФМБА также будут работать по 1 неделе. База мобильного лабораторно-диагностического комплекса расположилась в селе Кындых Ачимчирского района. На период майских праздников по плану будет сделан перерыв, после чего диспансеризация продолжится в Западной Абхазии. Параллельно Минздравом Абхазии в сотрудничестве с российскими медиками прорабатывается вопрос организации отделения кардиохирургии при республиканской больнице, а также подготавливается необходимая документация для начала строительства многопрофильных медицинского центра, в котором российские специалисты будут работать по вахтовому методу. В центре планируется отделение общей хирургии, кардиохирургии и отделение травматологии, а также большой поликлинический блок. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 12-17. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Ты будь спокоен, потому что